Таджикистан напомнил о своей инициативе, которая могла спасти многих. Посмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как идеи Таджикистана действительно могут изменить наше будущее в лучшую сторону. Подписывайтесь на наше обновление, и точно будете в курсе всего самого интересного. Второе совещание лидеров коалиции по воде и климату состоялось в штаб-квартире Всемирной метеорологической организации в Женеве, сообщили в МИД Республики Таджикистан. Таджикистан на данном мероприятии представили министр энергетики и водных ресурсов Далер Джума и председатель комитета по охране окружающей среды Бахадур Ширализода, затронув ряд сопутствующих вопросов о повестке дня относительно борьбы с изменением климата. Министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана в своем выступлении отметил новую инициативу президента страны об объявлении 2025 года Международным годом защиты ледников и создании специального международного фонда защиты ледников. А как вам такая идея? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. В частности, было подчеркнуто, что основной целью данной инициативы является повышение осведомленности о скоротечности таяния ледников по всему миру и содействие в разработке мер по устранению возможных последствий их таяния. На совещании также обсуждались другие инициативы, представленные в рамках панели и направленные на комплексное решение водных проблем и изменения климата. Мероприятие завершило свою работу принятием итогового документа под названием «Призыв к действию». Стороны договорились разработать план мероприятий по его реализации в ближайшее время. Было отмечено, что первые результаты работы лидеров коалиции по воде и климату должны быть представлены в рамках конференции ООН по среднесрочному десятилетию водных ресурсов, предстоящей в марте 2023 года в Нью-Йорке под председательством Республики Таджикистан и Королевства Нидерландов. Панель высокого уровня по вопросам воды и климата под названием «Лидеры коалиции по воде и климату» была учреждена в 2021 году Всемирной метеорологической организацией и структурой ООН «Водные ресурсы» для совместного осуществления комплексной глобальной повестки дня по водным ресурсам и климату и включает в себя 16 членов, политиков и экспертов высокого уровня. А как вы думаете, мы сможем избежать тяжелых последствий после таяния ледников или, возможно, остановить его? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи!